Здравствуйте! Сегодня в этой студии мы продолжаем обсуждение межправсоглашения по гармонизации законодательств Республики Абхазия и Российской Федерации. Как известно, оно необходимо для формирования общего социально-экономического пространства. Работа началась в 2021 году, и уже удалось синхронизировать работу во многих ключевых сферах. И профильные ведомства продолжают вести активную и скоординированную работу по реализации других пунктов программы, которые находятся в незавершенной стадии. Непосредственно сейчас мы будем обсуждать пункт межправсоглашения, касающийся решения арбитражных судов России и Абхазии. В арбитражном процессуальном кодексе еще в 2014 году были заложены нормы, регулирующие признание и исполнение судов иностранного государства, которые уже сегодня необходимо реализовывать на практике. По многим пунктам там есть прогресс, уже там приняты какие-то пункты гармонизации законодательства. По некоторым пунктам пока процесс продолжается. Вот и один из таких пунктов это как раз касается арбитражной судебной системы или судебной арбитражной системы. Да? У нас в студии сегодня Квициния Фатима, председатель арбитражного суда Республики Абхазия, кандидат юридических наук, доцент АГУ, заслуженный юрист Республики Абхазия. Гиви Габния, старший преподаватель юридического факультета АГУ. Георгий Габуния, юрист-международник, член Совета молодых ученых при президенте Республики Абхазия. Ахра Ристава, научный сотрудник Института экономики и права. Работа по гармонизации этого законодательства началась там в 2021 году. И вот, как было уже сказано, многие пункты, в общем, завершены, а вот по некоторым пунктам, в том числе касаемо судебной арбитражной системы, находится в процессе. Идет обсуждение у нас всегда в обществе, у нас каждый закон должны обсудить. Слово дам Фатиме Квицине, она скажет свои соображения о положительных сторонах, может, отрицательных каких-то этого проекта межправсоглашения. Я, как судья, я буду говорить о юридическом аспекте обсуждаемого соглашения о признании и исполнении решений иностранных судов. В данном случае это соглашение с Российской Федерацией. Соответственно, речь идет о приведении в действие главы 28 Арбитражно-процессуального кодекса Республики Абхазия. Как прописано в главе 28 Арбитражно-процессуального кодекса, наше законодательство, абхазское отечественное законодательство, содержит правила признания и исполнения иностранных судебных решений. Не только России, но и иностранных судебных решений. Это с 2014 года у нас, да? Да, кодекс вступил в 2016 году в силу, да. Приняли в 2014. Да, приняли в 2014, совершенно верно. Но эта глава 28, она не действует. Мы не применяем эту главу, потому что наш законодатель, отечественный законодатель, признавая возможность производства признания и исполнения иностранных судебных решений, эту процедуру поставил в зависимость от международного договора. Договорные отношения должны быть между государствами. Да, потому вот кодекс сам говорит, что решения иностранных арбитражных судов признаются и приводятся в исполнение, если это предусмотрено международным договором. Обоюдно, чтобы оно работало. Да, международным договором, да. А сама процедура, как это производится, как это делается судами, это детально регламентировано главой 28 Арбитражно-процессуального кодекса. Я хочу сказать, что эта процедура состоит из двух, условно можно сказать, действий. Первое действие – это признание иностранного решения иностранного суда, в нашем случае это российского суда, и исполнение. Так вот, задача также там есть и отказ за решение. Да.
Вот эта процедура признания – это та деятельность, которая входит в полномочия арбитражного суда. Мы обсуждаем соглашение с Россией. Кстати говоря, я думаю, что я хочу надеяться, что со временем, в будущем, такие соглашения будут и с другими странами, с которыми наша страна будет сотрудничать в экономическом плане, с которыми мы будем развивать экономические, деловые отношения. Вот. И в завершение той мысли, что я начала говорить, если арбитражный суд признал решение российского арбитражного суда или российского арбитража, так написано в соглашении, там два вида актов могут быть, то суд выписывает исполнительный лист, и далее уже работа судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия. В кодексе говорится о том, что исполнение иностранного судебного решения производится по правилам, которые установлены для нашего судебного решения. Такое же правило существует и в России тоже, но поскольку я работаю в арбитражном суде Абхазии, я буду говорить о том, как это у нас прописано, но это соглашение, оно взаимное. Такие же правила предусмотрены и российским законодательством тоже. Только тогда они работают, когда они взаимные, они признают, и мы, то есть зеркально. Ну, в соглашении так. В соглашении так прописано. И здесь речь идет о решении, вот почему там написано в названии судебных и арбитражных решений. Вот многие это путают, но там идет оговорка, и в нашем кодексе это идет. Хочу обратить внимание, что в Абхазии все хозяйственные споры, связанные с предпринимательской деятельностью, рассматриваются арбитражным судом. В Российской Федерации есть альтернативные способы разрешения споров. Там наряду с арбитражными судами в установленном законом порядке такие хозяйственные споры могут разрешаться и коммерческими арбитражами тоже. Вот я знаю несколько таких. При торгово-промышленной палате есть коммерческие арбитражи. Но этим решениям коммерческих арбитражей придается обязательная сила судебного акта. И вот это соглашение, и арбитражно-процессуальный кодекс предусматривают исполнение и такого судебного акта, и такого, он уже судебным актом не называется, решение арбитражей, но приравнивается по силе к судебному акту. Там у них и мировые судьи, если они могут мирно разрешать. Мировые судьи не имеют в отношения, коммерческих так? Нет, не имеют. Также на эту тему у нас дней 10 назад в эфире мы вот дали интервью с Анри Барцец, министром юстиции, где вот он подчеркнул еще один пункт, что он полностью соответствует международным соглашениям, положениям международным, принятым ООН там, в 1958 году, это Нью-Йоркская конвенция, он говорит, называется. И все договора международные, в принципе, идут в этом ключе. И наш вот будущий пункт проекта соглашения, он тоже соответствует этому кодексу. И 2014 года закон тоже в духе этого кодекса. То есть мы, наши законодатели в 2014 году уже позаботились о том, чтобы у нас сегодня была такая возможность принять следующие, вот, совершить шаги, потому что без этого, я так понимаю, что бизнес-сообщество, когда работают, как говорится, предприниматели с разных стран вместе, при возникновении споров и конфликтов, они по-другому никак не могут разрешить, и у них нет гарантии, так я понимаю? Ну да, это так. Что такое судебные решения? Судебные решения – это итог судебного разбирательства. Вот возвращаясь к твоему вопросу, а почему возникает судебное разбирательство? Как вы думаете, возникает судебное разбирательство, когда сталкиваются интересы? Да? Ну, мы говорим о соглашении в сфере предпринимательской, об исполнении соглашения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. И когда есть взаимное сотрудничество, бизнес-сообщества, предпринимателей Абхазии и России, когда они ведут совместный бизнес, заключают
сделки различного рода, различного характера, договоры, когда заключаются. У нас люди думают, что там приняли решение какое-то, прислали, и тут обязаны исполнять. Но оно обязательно к исполнению, но там есть же еще какие-то пункты, когда делается отказ исполнения этого соглашения, решения. И еще многие думают, что этот процесс происходит в той стране без участия, допустим, нашего предпринимателя, или там он не имеет права обжаловать то решение. То есть там есть несколько инстанций, которые вот все, когда пройдет, решение принято, да, и не обжаловано. Вот тогда оно для нас обязательно, да, получается. То есть вот эти моменты, и когда и где проходит суд. Например, если предприниматель зарегистрировался в Абхазии и здесь ведет бизнес с нашим, допустим, предпринимателем, если у них договор о сотрудничестве зарегистрирован в Абхазии, может ли этот суд проводиться, допустим, в Российской Федерации? Или вот от чего вот эти все моменты, то есть я вот 3 точки, вот скажем так. Там примут решение, которое обязательно для нас, мы здесь примем решение обязательное для них, но это недоверие. Но мне кажется, что это не согласна. Этому предшествует огромный процесс, то есть где участвуют и оба предпринимателя. Ну, во-первых, первый вопрос так прозвучал, я так понимаю, кого это касается. Да. Да? Это в соглашении прямо предусмотрено. Речь идет об спорах экономических, которые возникают из экономических отношений. Предпринимательство и иные экономические отношения. Я тоже читаю это соглашение, и из соглашения я понимаю, это не так. касается Речь частных идет, лиц, которые взяли кредиты и, может, не выплачивают по какой-то причине. Или, есть такие частных всякие лиц опасения. здесь нету. Частных Речь лиц идет нет. о предпринимательской и экономической деятельности. Это как бы ответ на один вопрос. И я хочу сказать одну вещь такую. Суд по итогам рассмотрения дела выносит решение, итоговое решение. Правильно вы сказали, решение вступает в законную силу, оно может пройти этапы обжалования, это зависит от стороны, но вступивший в законную силу судебный акт, вот окончательно, мы об этом сейчас говорим, и соглашение об этом говорит, вступивший в законную силу судебный акт, мы же знаем, мы все юристы, и мы знаем, что если судебный акт вступил в законную силу, он приобретает силу закона. Он закон для сторон, и этот закон должны соблюдать все, потому что судебный акт обладает, помимо многих других качеств, качеством общей обязательности. И его надо исполнять всеми, независимо, частное лицо, физическое, государственные структуры. Все должны судебный акт исполнять. Почему мы, наверное, ответят на это, почему мы можем допускать такую мысль, что судебный акт пускай существует, может, я немножко грубо говорю, я извиняюсь, пускай существует судебный акт, но его исполнять не надо. Мне кажется, что это неправильно. Тем более, когда межгосударственный договор. Мы же говорим сегодня, еще, сейчас, обсуждаем вопрос исполнения. Признание и исполнение. Если этот акт существует, судебный акт, его надо исполнять. Другое дело, если мы будем говорить, а почему этот судебный акт возник? Почему он возникает? Это, понимаете как, это арбитражные споры, это область, сфера гражданско-правовых отношений, где все равны. Мы же понимаем, что спор гражданско-правовой, арбитражный, он просто так не возникает. Этот спор возникает тогда, когда стороны взяли на себя обязательства. И не выполняют. И не выполняют. Неважно, российская эта сторона, абхазская эта сторона. Ведь закон говорит, ты взял на себя обязательства, пожалуйста, исполняй. Обязательства должны исполняться должным образом. Так говорит закон. Когда одна сторона обязательства не исполняет, это вредит другой стороне. И вот сторона, которая нарушает его интересы, и сторона, у которой интересы нарушены, он обращается в суд, а суд – это государственный орган, и государство защищает его интересы. В этом, по-моему, ничего сложного нет. И если мы не хотим, чтобы такие решения были,
Я еще раз говорю, то, что я говорю, относится и к бизнесу российской стороны, к бизнесу с абхазской стороны. Нарушение Нашими наших бизнесменами. прав же тоже может быть. Отечественными. Да, Тоже тоже может может быть. А что, почему? То есть защита своих Это отечественных защита прав предпринимателей. предпринимателей, В первую наших очередь прав. защита Ну, прав я это так понимаю. В прошлом году в арбитражный суд поступило 10 заявлений, они так называются, заявления об о признании и исполнении решений московских арбитражных судов. Они есть, То мы есть практика, возвращали. она так и так Ну, существует. мы возвращаем, потому что нету нет соглашения, и мы соглашения. по закону не имеем права такие дела рассматривать. Просто эти дела, они все, которые возникли из кредитных обязательств. Кредитные обязательства. И я хочу сказать, что здесь основной упор должен быть направлен на момент заключения договора. Юридическая грамотность, юридическое сопровождение должно быть. Когда бизнес, предпринимательство – это что? Это риски. Правильно? Это риски, и закон это так продумывать определяет. надо заранее. Да, надо продумывать риски, и закон же так определяет. Предпринимательская деятельность – это деятельность, осуществляемая на свой риск. Да, бизнес рискует, и при заключении этих договоров, кредитные, не кредитные, неважно. Даже займы, место заключения имеет значение, да, вот получается. мы даже видели договор, где было написано место рассмотрения спора арбитражный суд города Москвы. Такие тоже есть. Не надо заключать такие договоры, если ты считаешь заранее, что это нарушает твои права. Это гражданско-правовые отношения, это не уголовная ответственность, где одна сторона всегда выше, чем другая. Это равные стороны. Мне кажется, что надо делать основной упор на условия договора, изучать условия, рассчитывать риски. Арбитражный суд Абхазии может отказать в признании и исполнении судебного акта, и там одно основание, о котором ты говоришь, если сторона, против которой вынесено решение, не было извещено о судебном процессе, не участвовало, это одно, там много оснований для отказа в признании, это тоже. То есть и это существует. И это тоже. Я так понимаю, что за наших предпринимателей придется Ахре Дело не в предпринимателях. отвечать. Дело в том, что реализация договора 2014 года о создании единого социально-экономического пространства. И из этого договора дальше стали вытекать и изменение законодательства, подписание соглашений. То есть у каждого соглашения есть цель, именно с точки зрения государства, не с точки зрения бизнеса или с точки зрения, а именно это политика государства. И эти соглашения, касаемые взаимного признания судебных решений, инвестиционное соглашение, и ряд других вопросов, это есть политика государства, как взгляд на ту или иную проблему. И возникает здесь другая ситуация, именно касаемо то, что касается политики государства. Я постараюсь коротко. Если бы это соглашение о взаимном признании судебных решений было бы, оно есть, например, между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. У Российской Федерации своя финансовая система, банковская система, у Республики Беларусь своя банковская финансовая система. У нас чуть ситуация другая. Дело в том, что мы находимся в рублевой зоне. И речь идет о том, что с моей точки зрения, я всегда ставил вопрос о том, чтобы были равные права у банковского, сейчас речь идет о банковском сообществе Российской Федерации, Республики Абхазия и бизнес-сообщества Российской Федерации и Республики Абхазия. В чем основная сейчас проблема? Основная проблема заключается в том, что после признания независимости Республики Абхазия был подписан договор, если я не ошибаюсь, в 2009 году о совместном использовании российского рубля. Далее последовал
помощь, ну она не помощь, был кредит на наш национальный банк на 700 миллионов рублей на развитие малого и среднего бизнеса. Цель этого вот нынешнего соглашения, озвучил глава государства, это привлечение российских инвестиций, банковских российских кредитов. Теперь мы посмотрим с другой стороны. Согласно нашей Конституции, полномочия президента, статья 53, пункт 10. Президент Республики Абхазия определяет кредитную и денежную политику. Для этого у нас есть следующий инструмент, послание президента. Вот было одно послание, по-моему, в 2002 году, где глава государства поставил задачу поддержку агропромышленного комплекса. Далее президент предлагает на должность председателя Нацбанка, президент назначает министров финансов, министра экономики. Далее у нас существует, согласно законодательству, банковский совет. В банковский совет входят и министр финансов, министр экономики. Все эта цепочка выстроена для того, чтобы политика президента могла реализовываться и руководством Национального банка, и членами кабинета министров. Но для этого у главы государства, согласно законодательству Республики Абхазия, должен быть такой инструмент, как, значит, ну, по-простому, выпуск денег. От выпуска денег мы отказались добровольно, подписав договор об использовании российского рубля. И у нас возникает ситуация, когда на текущий момент, да, вот сейчас ситуация, если наши предприниматели, так скажем, и наше банковское сообщество, оно попадет в неравные условия с российскими банкирами и с российскими предпринимателями. Потому что, например, первый кредит, он был до 2019 года, он вовремя погашен нашим национальным банком, все обязательства были исполнены, и вот этот вопрос по доступу нашей банковской системе к российскому рублю, я считаю, вот в реализации всей политики со стороны руководства Абхазии, он имеет ключевое значение. И тогда, вот я почему предлагаю, я думаю, поэтому меня пригласили, я предлагаю нашим депутатам в первую очередь поставить вопрос, отложить рассмотрение голосования по признанию, взаимному признанию судебных решений. И они уже ставили этот вопрос, я от депутатов знаю, о том, чтобы нашу банковскую систему насытить в соответствии с данными по валовому внутреннему продукту. Есть методы, есть подходы рублями. То есть я считаю, что мы можем, да, как дружественные страны, как страна, которая использует российский рубль, чтобы наш национальный банк получил очередной, да, кредит, как это было при Сергее Васильевиче Багапич. Для чего? Для того, чтобы глава государства, имея финансовые ресурсы, кредит на 10, на 15 лет, мог реализовывать, согласно Конституции, политику в интересах национальной экономики, национального бизнеса. То есть, и тогда мы можем уже, да, будут равные условия, наши предприниматели смогут обращаться в наши банки, имея деньги, также могут конкурировать с российскими банками. То есть и вот это единое экономическое пространство, которое обсуждалось в 2013 году, в 2014 году, целью этого соглашения было в первую очередь выравнивание равных условий. Это ключевой момент, чтобы наши люди, так же как и в России, имели равные возможности. И когда наши предприниматели будут иметь доступ
через нашу банковскую систему к длинным кредитам, потому что без длинных кредитов мы не можем строить долгосрочные проекты. И кредиты, кстати, нужны не только нашим предпринимателям. Вот сейчас у нас, Ну, мелкому бизнесу. да, хотя бы вот было бы вот в распоряжении, ну, хоть 10 миллиардов рублей. Хотя разные эксперты, я не специалист по эмиссии денег, ну, это узкая специализация, но хотя бы 10 миллиардов, вы представьте, наше правительство могло бы брать кредиты, вкладывать в энергетику, в аэропорт, участвовать, создавать совместные предприятия. И вот этот вопрос, который уже ставил, я достоверно знаю, что наши и депутаты, я знаю, что и наше правительство перед российской стороной этот вопрос ставило. А так получается по практике. По практике, вот Фатима Алексеевна привела пример, уже 10 исков, да? Было. 10. Есть решение. Это Дальше. по банковским 10 все, да? решений российских судов. У нас в 2016 году было 36 заявок на кредитование в российских банках. Это кредитование возникло по просьбе абхазской стороны. Владимир Владимирович Путин лично это поддержал, он, значит, подписал. Льготное кредитование. Да, значит, и практика показала, что вот, например, в 2016 году из 36 проектов было российскими банками одобрено 8. 8. Сейчас практика, по-моему, еще более печальная. Я не помню, Кристина Константиновна озвучивала, там большое, ну, это точное количество заявок, не помню, но, по-моему, 2 или 3 одобрено. Это о чем говорит? Это нормально. Это нормально. Российские банки, естественно, они работают с российскими предпринимателями. Естественно, получается по практике на Абхазию это соглашение надо в первую очередь для того, чтобы российские банки прямо могли кредитовать Абхазию. Да. Залог брать. Но мы получим ситуацию, у нас будет перекос. Наши предприниматели и наши банкиры не смогут конкурировать с российскими предпринимателями. Дело в том, что у нас есть достижения. Да? Вот наше достижение заключается в том, что уже, значит, после победы в войне, после того, как наш народ выдержал, проголосовал вот за ныне действующую конституцию, руководители Абхазии имеют возможность прямо общаться с высшим руководством России. И не только они могут доносить, да, там все, что касается Абхазии. И вот, например, очень огромный авторитет у Владислава Григорьевича среди, значит, республики России, да, там и Кабардино-Балкария, Адыгея, Татарстан, Башкирия, вот до сих пор, да, и Сергея Васильевича тоже был большой авторитет, потому что они даже не только за нас, они старались вот за всех вот донести необходимую нашему народу и другим народам информацию до Москвы. И учитывая то, что Владимир Владимирович Путин исключительно по-братски, это его слова, относится к нашему народу, я думаю, вот это та возможность. Он поддержал, да, при Сергее Васильевиче Багапш выделен был кредит от правительства России под 2% годовых. Мы вовремя вернули. Я думаю, что мы, как дружественная, как братская страна, которая единственная страна в мире, которая находится, да, в рублевой зоне, в первую очередь имеем вот эту возможность решить именно вот этот вопрос, чтобы были равные условия. Раз, что это нам дает? Это нам дает реальный инструмент реализации политики президента. У каждой страны есть национальная экономическая элита. Мы прошли войну, мы прошли блокаду, но экономическая элита, я не буду сейчас фамилии перечислять, у Германии есть, у России есть, у Соединенных Штатов есть. И обычно глава ее роль, вот, да, есть элита очередь. научная, есть элита
в образовании у нас есть элита, в есть, культуре, безусловно, в с ними искусстве. согласовывать И нужно. также, да, народу надо иметь элиту экономическую. То есть у нас должны быть механизмы поддержки национальной экономики, Отечественного национальной банковской предпринимателя. системы, национального бизнеса. Иначе мы, об этом, кстати, сказал министр экономического развития Решетников, когда он посещал Пицунду. Он прямо сказал: вы не можете одними иностранными инвесторами строить национальную экономику, так не бывает. Но вы должны своих тоже предпринимателей поднимать на ноги. А сумма проблем, ну вот, например, для представления, для того, чтобы поддержать наших крестьян, для того, чтобы выстроить цепочку от производства, складирования, торговых сейчас в сетей, экономику уходим там в глубоко. год надо вкладывать от 1,5 миллиарда и выше. Если руководство России, как дружественной стране, как это уже у нас было, предоставить в распоряжение нашего национального банка, вот тогда мы дали, уже выравнивая условия, можем переходить и к ратификации Понятно. соглашения по судебным решениям, и перейти к другим соглашениям. Да, это процесс затянулся, никто не спорит, но я лично, работая тогда в правительстве, предупреждал российскую сторону, что пройти за 3-5 лет то, что другие страны там... Ахра, я думаю, что это очень интересная тема, но мы не будем далеко отходить от этого конкретного межправсоглашения в экономику. И вам слово, как вы относитесь к этому положению, когда российские суды будут принимать к обязательному исполнению решения абхазских арбитражных судов и наоборот? То соглашение, о котором мы говорим, с 2014 года, да, оно все-таки призвано к тому, чтобы мы немножко на одинаковый уровень вышли, в частности, о чем говорит Ахра, с точки зрения и банковской системы. Здесь, там мы видим проблемы у нашей банковской системы, потому что, ну, один из факторов – это нехватка средств, капиталов, скажем так, да, и так далее. Понятно, с этим не согласиться нельзя. Конечно, к этому нужно стремиться, идти к этому и так далее. Но Ахра тоже говорит, мы затянули. В этом плане он тоже прав. То есть соглашение, которое мы сейчас обсуждаем, да, о признании и исполнении, так сказать, решения. Необходимо. Да, вы понимаете, мы его подписали-то в 2022 году. Сегодня уже прошло больше года или года-полтора и так далее. Конечно, никто же нам тоже не мешает, чтобы эти вопросы поднимать и разбирать дальше. И тут же Ахра говорит, что это долгий процесс, а может даже это разберется, а может не разберется. Но вопросы экономические или спорные вопросы, как говорила Фатима Алексеевна, они возникают уже сегодня. И не только сегодня, они возникали и ранее тоже. Поэтому, То есть на защиту прав предпринимателей вот, сейчас я скажу, это законодательство. То есть защита прав тех участников, которые занимаются предпринимательской деятельностью, а деятельностью совместной в большей степени. И эти вопросы возникают, они сейчас, их надо Это каким-то как-то образом регулировать и решать надо, да, правильно? решать надо. Ну, я бы еще что-то добавил. Вот смотрите, первый момент. Значит, когда мы говорим, что уже есть какие-то, да, обращения, они же обращения всегда правильно же поступают. Ну, там есть свои сроки давности, сроки исполнения, мы тоже. Там тоже есть сроки, которые все-таки, если срок уже прошел, мы его не будем рассматривать, отказ будет, если даже мы соглашение примем, да, и так далее. И потом, раз у предпринимателей есть споры уже, их надо разбирать уже сейчас. Они же не могут эти вопросы висеть всегда вот как, не знаю, каким-то образом. Их надо разбирать. Да, решение глобальных вопросов надо разрешать. Но есть вопросы частные, которые всегда интересны частным предпринимателям. Без гармонизации закона в России, Абхазии, то есть продвигаться тоже сложно по этим вопросам. Понятное дело, это же мы же с вами, вот Фатима Алексеевна тоже говорила, что мы же заранее заложили в наш арбитражно-процессуальный кодекс эти нормы. Мы уже механизм заложили, что вот когда будет соглашение, тогда будет работать по вот этому нашему законодательству. То есть в этом механизме уже законодатель заложил элементы защитные тоже. А защитные элементы – это и с точки зрения обращения в суды, это и с точки зрения рассмотрения дел в судах. Я сейчас говорю дел в судах и на абхазской стороне, и в российской стороне. Это третий момент, это значит, обжалование. Элемент отдельный. И еще главный момент – это уже рассмотрение этих вопросов по, значит, признанию. То есть вот наш абхазский суд, арбитражный суд, получив материалы, он его еще и признать должен. А сколько моментов для того, чтобы отказать
Это я один момент сказал с точки зрения сроков и так далее. Потому что в обществе бытует мнение, что вот сколько дел, много разных было дел, и сейчас они все всплывут. Да так не может быть, есть сроки, там, 3-летний срок, правильно же, Фатима, есть, да? Вот, то есть, грубо говоря, все, что выше этого срока, оно точно уже не примется. Что, в производство. невыплаченный кредит имеет срок? Все, еще раз, для того, чтобы признать и исполнить это решение, закон абхазский, наш закон, в нашем кодексе указал сроки. Это срок 3-летний, это давность. Если, конечно, арбитражный суд не примет решение о том, что сроки он восстановит. Это уже дело наших судов. То есть вот сколько механизмов, да, и так далее. И еще. Помимо этого, давайте вот такой момент. Все-таки мы возвращаемся к соглашению, правильно же? Мы же о нем сейчас говорим. Потом я перейду с точки зрения опасности или же выгоды для предпринимателей. Смотрите, момент такой. У нас в нашем законодательстве есть механизмы, когда иностранцы обращаются к нам. То есть мы сейчас говорим об экономической деятельности, об участниках предпринимательской экономической деятельности. Мы сейчас говорим о тех лицах, которые совместный бизнес имеют. Да? Приблизительно так, скажем. В основном это они. То есть даже в этом, говоря об этих участниках, любой иностранец, который у нас находится, является участником, да, он также может обращаться в наши суды арбитражные здесь на местах. То есть он сейчас видит, есть несогласие с какими-то решениями его партнеров и так далее, обращается в арбитражные суды. Наши арбитражные суды принимают решения на основании нашего законодательства. То есть в этом плане механизм уже есть, как иностранцы могут, как говорится, все-таки свои интересы защищать. Правильно же есть такой Алексей у механизм? нас скажет, там практика же у вас есть по подобным процессам? То есть уже есть. То есть иностранцы могут обращаться здесь, и также на основании нашего закона наши суды будут принимать решения. Иностранцы со временем будут обращаться в свои суды, как мы думаем, по соглашению, которое, ну, возможно, будет ратифицировано. То есть они будут иметь такую возможность в свои суды. Но это тоже момент. Суды-то принимают к производству не все же дела. Да. Это опять же зависит, многое зависит от их национального законодательства, многое зависит еще от законодательства стороны другой. То есть, например, есть понятие такое, как исключительная компетенция арбитражного суда, скажем, Республики Абхазия. Например, в производство в арбитражном суде, ну, на любой инстанции в Российской Федерации не возьмут в производство, если эти вопросы касаются исключительной компетенции арбитражного суда Республики Абхазия. А в исключительную компетенцию там имущественные даже вопросы есть. То есть то недвижимое имущество, которое находится здесь, у нас в соответствии с нашей вот главой 28 эти вопросы разбираются только арбитражным судом Республики Абхазия. То есть вот те опаски, которые есть, и мы немножко ограничим. В российском законодательстве. Но Фатима Алексеевна говорит, они уже, значит, их суды принимают. И, кстати, вопрос, касающийся готовности. У нас, например, отсутствует антимонопольное законодательство. У нас отсутствует в Уголовном кодексе такое понятие, как доведение до банкротства. Эта норма есть во многих странах, когда банкир специально может тебя довести до банкротства с целью, значит, завладения твоим имуществом, которое, кстати, после строительства и сдачи, оно автоматически, его стоимость увеличивается в разы. То есть мы должны быть готовы к таким соглашениям и по разным вопросам. Вот я пример приведу. Сейчас как происходит? В ручном режиме руководство Российской Федерации защищает российских предпринимателей или банкиров, или руководство Абхазии, мы защищаем своих. Мы вот это все, когда у нас наши люди в основном не готовы, мы хотим их отдать в правовое поле, это понятно, но они пойдут в суд. Но возникает вопрос, вот наши суды, значит, готово ли такое законодательство? Депутаты, Гиви закончить, мы сейчас, то есть вот эта мысль такая, не очень красиво это наши делаем. граждане были защищены в этом плане. Но еще раз, все-таки возвращаюсь к нашему соглашению. И в этом соглашении много механизмов именно чтобы для защиты наших предпринимателей. Ну, мы говорим граждан, предпринимателей и так далее. Еще вот здесь прозвучал такой момент, что, значит, уже где-то на территории России там принимаются решения, да, независимо от того, там исключительная компетенция нашего суда и так далее, нет. Но
еще раз, мы не должны забывать, у нас же речь идет о соглашении, о признании и исполнении. В момент признания, если это исключительная компетенция нашего суда, наш суд просто откажет в таком признании. И в этом плане, значит, вот вам и механизм. Наши национальные суды в соответствии с нашим национальным законодательством, они и будут действовать. Все-таки, скажем так, мяч или флаг находится в руках национального значит, суда, понимаете, арбитражного. Поэтому, если этот момент был где-то, скажем, в какой-то стране, мы сейчас просто говорим о России, это был не учтен, в любом случае все эти, значит, их решения приходят сюда для признания. А это очень сложно, механизм есть для того, чтобы отказать в таком признании. Это я почему говорил о защитных механизмах для наших предпринимателей, потому что в обществе есть мнение, что есть опаска, вот еще раз повторюсь, что все-таки люди пойдут, те, кто в совместных предприятиях был, пойдут в суды Российской Федерации, и оттуда будут решения, которые не в интересах, скажем так, поголовно наших предпринимателей. Но о механизмах защитных я сказал, что эти механизмы, они все-таки преграды для того, чтобы какое-то решение, скажем так, значит, знаете, такое незаконное, неправовое, чтобы его было меньше или чтобы его не было. Эти механизмы есть. Ну и в итоге мы сами потом будем принимать решение, признать его или нет. Это один момент. Ну и теперь давайте вернемся с точки зрения интересов предпринимателей. Но я понимаю, еще раз, банковская система, неравенство положений и так далее. Ну давайте так, можно говорить о неравенстве банковской системы российской, с американской, с другой. Везде есть неравенство, хотя совместный бизнес у них до определенного времени все-таки существовал. Правильно же? И сейчас как будто бы они там формы какие-то придумывают, но все-таки существует. Теперь говорят, что да, это нужно, но наши предприниматели же получают возможность, первое, защищать свои интересы через суды наши, потому что если какие-то проблемы есть, вот вы приводили пример предпринимателя одного, второго, ну а почему нам не обратиться в наш суд, правильно же, тут же, и говорить о том, что вот у нас были обещания такого-то рода, но они не были исполнены, не выполнены и так далее. Наши суды возьмутся за это производство. И в конце концов решение будет за нашими судами. Но если мы не доверяем судам других государств, то нашим судам мы точно будем доверять больше. Значит, это первый момент. Второй момент. Даже наши предприниматели, когда хотят кредитоваться, не получается кредитоваться в этой стране. Мы все-таки за кредитами пойдем в другую страну, в Российскую Федерацию. Где привлекательные мы же понимаем, предложения, да? мы же понимаем, что там, где есть у кредитора гарантии исполнения обязательств, он тогда пойдет больше на кредитование. Тем более, что он... процент уменьшит. Ну, процент или что, но все-таки когда гарантии есть, а когда нету, выше процент. Шаги, да, и тоже вы, кстати, правильно заметили, я об этом вообще не думал, я просто говорил о том, что шаг для того, чтобы удовлетворить этот кредит, то есть будет больше шаг в сторону удовлетворения, правильно же? И, понятное дело, у предпринимателей возникает такая возможность, интерес. Ну, может кто возразить, слушайте, некоторые предприниматели, грубо говоря, в России будут больше средств иметь и так далее. Вы же понимаете, и сегодня могут предприниматели российские, создав совместные предприятия, с кредитами уже прийти сюда. То есть, еще раз повторю, иностранец берет кредит у себя, создав предприятие здесь совместное, он уже с кредитом придет и придет уже с условием большим, нежели наш местный предприниматель. А если наш местный предприниматель пойдет в иностранном государстве, возьмет кредит, понимая, что есть соглашение, и сторона, которая кредитует, да, она не будет бояться за то, что исполнение будет этих кредитных обязательств, то наш предприниматель национальный будет иметь возможности больше. А иначе, как вы сказали, 20 миллиардов кто-то заберет, пришел сюда в совместном предприятии и будет диктовать условия. Такое же тоже возможно. То есть в этом плане я замечаю, что есть возможности и для наших предпринимателей небольших, средних, для этого крупных. это законодательство для этого, как говорила Фатима понимаю. Алексеевна, она же нам изначально сказала, что здесь есть гарантии для исполнения обязательств. Если мы пошли на шаги такие, где у нас есть совместные обязательства, то будем добры выполнять эти обязательства. Да, соглашение нам дает возможность о том, чтобы признавать решения судов, потому что обязательства кто-то не выполняет. Мы сейчас говорим о последствиях. То есть это когда произошли события, взяли кредиты, кто-то кем-то недоволен, подал в суд. Я говорю, до этого, кстати, по практике,
значит, редко обращаются люди в суды. И банкиры это не любят, потому что в их профессиональные обязанности входит правильно определить, кому дать кредит. То есть это очень редко доходит до судов. Я говорю о другом, о равенстве возможностей. Значит, например, два предпринимателя, один российский, один наш национальный, обратились в российский банк, один хочет выстроить сеть национальную, например, Ихацоп Апсна сделана в Абхазии, вот он хочет национальную торговую сеть, и российский, значит, там 1,5-2 миллиарда только вот в каждом городе, чтобы было по нескольку магазинов. И, значит, мы же знаем, кому больше дадут кредит. Гражданину России. Второе, я хочу, чтобы, не доходя до последствий, заранее, на старте, дают Ткачеву 20 миллиардов, чтобы были условия, чтобы наш предприниматель, вот там если рядом тоже хочет построить гостиницу, у него тоже были такие возможности. Понятно, мы и с мы можно, повторяемся. и выбор у него был. Да. Он может пойти в российский банк взять кредит, или он может пойти в абхазский банк взять кредит. В конце концов, российский банк может здесь зарегистрировать предприятие. Я уверен, Национальный банк уже 2 российским банкам дал лицензию. То есть, чтобы наши люди были защищены. Понятно, ну уже сказали это. Да. Там кому дадут кредит зависит не только от гражданства, я думаю, гражданство-то у нас у всех тоже российское. Они смотрят, наверное, на имущество, на его состоятельность, выплатить. Риски. Да, давайте по-простому. Если глава государства Республики Абхазия решит вопрос по кредитно-финансовой политике, по отраслям, кому дать кредит, кому дать кредит. Для этого у него есть сейчас национальный банк, есть банковская система, и они будут его слушать. Понятно. А будут ли слушать нас? Ну нас же, мы же уже это проходили, утвердило правительство 36 проектов на кабинете министров, за подписью премьер-министра проекты идут. То есть понятно, что это политика президента, из 36 дали 8. Ну российские банки же не будут, они могут прислушаться. Но слушать не на нашу власть, они и не обязаны, и мы не должны от них это требовать. Сегодня такие высокие процентные ставки, что российский бизнес говорит, что вообще стоит ли брать кредиты. Ну, это временное, наверное, положение. Все уже поговорили, а вот Георгий еще не подключался. Георгий, ваше мнение, нужно нам вот это вот межправсоглашение? Спасибо за вопрос. Я тут не мог никак подключиться, потому что здесь учителя мои сидят. Фатима Алексеевна, Гиви Георгиевич, я могу этим по праву гордиться. Параллельно хочу поздравить Фатиму Алексеевну с тем, что у нас впервые, на мой взгляд, появился инструмент практического назначения, очень полезный для всех участников экономических, инвестиционных и иных правоотношений хозяйственных. Здесь речь идет о взаимном признании решений судов и иных судебных актов. Да? Я хотел бы сразу, да, вот это те же слова, да, Фатимы Алексеевны, но хотел бы как бы еще упростить и сказать следующее. Значит, регулирует вот это соглашение отношения исключительно коммерческие. Ну, да. Я хотел бы на это обратить внимание. Просто некоторые наши граждане, да, вот мне доводилось общаться с таким мнением, которые считают, что вот у нас есть там споры по недвижимости, по квартирные какие-то вопросы, у кого-то какие-то другие имущественные вопросы общегражданского. Эти вопросы в юрисдикцию настоящего соглашения не входят. Здесь вопрос исключительно бизнеса. Говоря простыми словами. Поэтому, если у нас появится возможность пользоваться таким инструментом, как решение Абхазского арбитражного суда и возможность ее исполнения на территории Российской Федерации в каком-нибудь регионе России, для меня, как юриста из Абхазии, конечно, я буду очень горд. И это прежде всего полезно для бизнеса. Мы здесь говорим исключительно о кредитах, да, равных условиях. Я, кстати говоря, внимательно выслушал ваше выступление, Харшодович, готов ответить на почти все, не то что ответить, у меня есть вопрос. Оппонировать. Да, оппонировать, да. Вот смотрите, у нас есть другая сторона вопроса, интересы абхазских бизнесменов на территории России. Ведь мы
ведем хозяйственную деятельность не только на территории Абхазии. Вот у нас есть бизнес, да, вот возьмем ту же торговлю, да, самый большой спектр абхазской экономики – это торговля. Что мы делаем? Мы же заказываем товары, да, по договорам поставки, в основном с территории Российской Федерации. Договоры поставки, это иногда происходит, допустим, готовый товар нам отгрузили, а есть, когда товар нужно изготавливать. И, например, есть такие случаи, когда предприниматели российские попросили сделать предоплату. И если товарная партия, например, сумма ее составляет, допустим, 10 миллионов рублей, они попросят, допустим, 5 миллионов предоплаты, и через полгода мы вам отгрузим готовую продукцию. Абхазский предприниматель загнан в угол, у него нет других поставщиков по таким ценам, и ему необходимо, он вынужден согласиться на эти условия, при этом он никак не защищен. При вступлении в силу настоящего соглашения абхазский бизнес значительно будет гарантирован в своих интересах вот в подобных соглашениях. У нас есть сельхозпроизводители, большие, маленькие, но мы надеемся, что их будет больше. Я сталкивался с такой ситуацией, когда абхазский производитель заключил договор поставки с крупным российским ритейлером. Есть разные, да, магниты, пятерочки, перекрестки и так далее. Сейчас не будем говорить конкретику. Они заключили соглашение. По каким-то надуманным основаниям, в момент, когда товарная партия прибывает, преодолев 2 границы, преодолевает все эти административные барьеры, приезжает на место, приемщик товара до чего-то там, извините, докопался, извините за жаргон, и товарная партия пришла в негодность. Вопрос, каким образом решать вот такого рода хозяйственные споры. Поэтому здесь нужно подходить к вопросу исключительно с точки зрения взаимности. Практическое такое. Что касается, значит, истории, да, я немного коснусь, так как это сфера моей, скажем так, научной деятельности, международное право. История подобных соглашений, она, значит, родом из 20 века, да, середины, в 1958 году, да, Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. То есть весь мир, 189 стран-участников у этой конвенции. Там принципы заложены уже. Там заложены принципы, и, кстати говоря, в соглашении с Российской Федерацией здесь идет ссылка в статье 3 Конвенция Организации Объединенных Наций о приведении, значит, о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Значит, оговорка. При этом конвенция применяется к сотрудничеству в рамках настоящего соглашения, как если бы Республика Абхазия являлась участником конвенции. То есть на нас в рамках настоящего соглашения распространяются те же правила, которые установлены для 189 стран мира, которые между собой торгуют. Да. Настоящая конвенция была, значит, создана, да, при поддержке, при инициативе. Есть такая комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли. Это вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН. То есть это делалось для того, чтобы расширить международные торговые связи. И прежде всего, на мой взгляд, да, кредиты – это то, что мы слышим постоянно. Но да, это часть, тоже, да, это тоже есть. Вопроса. И вообще я, значит, плавно перейду к вопросам, которые озвучивал Ах Рашотович. Я, честно говоря, значит, есть у меня и опыт ведения бизнеса и всего остального, но прямую связь между настоящим соглашением и банковской сферой с ее проблемами я не вижу. Все отрасли экономики так или иначе друг с другом связаны. Кстати, наша банковская сфера может многие продукты создавать, но они не очень охотно пока это делают. Есть, которые не зависят. Ну, смотрите, есть, например, давайте поговорим про кредиты, которые выдает Абхазский банк. Вот, допустим, давайте представим себе, что у Абхазского банка появилась возможность кредитовать абхазский бизнес. Для того, чтобы кредитовать абхазский бизнес, предприниматель должен соответствовать определенным параметрам. Есть определенные требования того, какой должен быть бизнес. Это и прозрачная налоговая отчетность, это и аудированная отчетность, это высокий, значит, коэффициент уплаты налогов, это количество рабочих мест. Много параметров, количество. Это не только наличие у него движимого или недвижимого имущества. И хорошая кредитная история. Хорошая кредитная история в том числе. Вот когда мы слышим про то, что российские предприниматели имеют большую, значит, привилегию перед российскими банками, конечно, у них есть позитивная кредитная история. Мы говорим о привилегированном положении российского предпринимателя перед российскими банками при получении кредита. Конечно, это так.
Конечно, у них, у людей, которые ведут бизнес на протяжении какого-то количества времени на территории России, у них есть определенная отчетность. Там, кстати говоря, это все отслеживается намного лучше. Это отчисления во внебюджетные фонды. Это В Абхазии это кредитная сложно история, отследить. Сложно отследить фактические отчисления во внебюджетные фонды, платятся они или нет. То есть у нас есть свои проблемы. Поэтому, когда Абхазский банк будет принимать решение кредитовать какого-то абхазского бизнесмена, извините, таких бизнесменов с такими предприятиями, которые соответствовали бы определенным параметрам ведения бизнеса, их у нас тоже не так много. Теперь другой вопрос. Да? Вот у нас есть вопрос, Да, вы, дать кредит у нас это дело серьезное, надо. Ну, тысячу давайте раз представим подумать. себе, кстати говоря, по поводу льготных кредитов. Да, на сегодняшний день у нас по личному поручению Владимира Владимировича Путина одобрено к кредитованию на территории Республики Абхазия по льготной ставке 6%. Это при 19% ставки У них. рефинансирования Центрального банка. Ставка рефинансирования, хочу для телезрителей, да, не все же экономисты, это ставка, по которой Центральный банк России отдает деньги коммерческим банкам. Коммерческий банк для того, чтобы заработать свои счет какие-то прибавляет. деньги, они должны будут это, значит, прибавить там несколько процентов. То есть, Уйдут за 20. Конечно, вот представьте себе, вот здесь вы, Ахра Шотович, я, честно говоря, когда узнал, что вы будете гостем данной передачи, я взял ваш пост из Фейсбука, очень популярный, который получил широкое распространение в сети, я его тоже взял, даже его, как бы, скажем так, чуть-чуть так видоизменил в плане там, составления его, для того, чтобы удобно было читать. Вот у меня вопрос, вот вы говорите, да, баланс интересов. Кстати, интервью Лаврова я тоже смотрел, мне это словосочетание тоже понравилось, оно должно быть. Но вопрос в другом. Причем тут баланс интересов, в каком месте он ущемлен в связи с значит, вступлением в силу, ратификацией, да, ратификации в данном случае соглашения. Кстати, для информации наших телезрителей, да, я считаю, что это важно отметить, настоящее соглашение подписано в 2022 году, ратифицировано, значит, Государственной Думой, закон о ратификации подписан Владимиром Путиным. То есть на территории Российской Федерации все внутригосударственные процедуры, по Все которым согласовали. происходит подписание межгосударственных соглашений, оно пройдено. Мяч на нашей стороне, да, будем так говорить. Я что хочу сказать, да, вот банковская система, она пострадает от этого или нет? Я считаю, что у банковской сферы здесь появляются еще больше возможностей. Что я имею в виду? Давайте вернемся к тем же самым кредитам. Когда абхазский бизнесмен или российско-абхазское совместное предприятие, которое ведет деятельность на территории Республики Абхазия, получает кредит, допустим, те же 20 миллиардов, да, которые там отобраны кому-то, каким-то персонажем, да, эти же деньги не привозятся сюда в чемоданах, они поступают на корреспондентские счета Национального банка Республики Абхазия в Российской Федерации. Далее Национальный банк спускает эти деньги под определенный процент, то есть Национальный банк в этом вопросе зарабатывает. Зарабатывает на этом вопросе, пока деньги находятся на расчетном счете, в том числе коммерческий банк, на счетах которого аккумулируются эти средства. Здесь возникает операционная прибыль банка, да, прямая операционная прибыль, это комиссия. Мало того, эти деньги, в зависимости от того, как они будут использоваться предпринимателям, их можно отдать в кредит, и этими деньгами можно пользоваться. Однозначно это приток денежной массы, это приток ликвидности. Поэтому для банковской сферы я считаю, что здесь больше плюсов и минусов я, честно говоря, никаких не вижу. По поводу эмиссии денег. Слушайте, ну эмиссия денег это сложная, да, вещь, вы также отметили. Я не такой... Такая практика вообще есть, вот, чтобы абхазские банки, ну, смотрите, про практика, да, то, что вы говорите. Ну, Во-первых, вот использование страна, одной страной пользуется... валюту другой страны, как официально, я, честно говоря, такую практику не знаю, но здесь приводился пример Евросоюза. Евросоюз это самое большое, значит, интеграционное объединение, скажем, конфедерация такая. Оно именно по своим правовым параметрам оно является интеграционным объединением. Там речь идет не только от отказа от национальной валюты в пользу значит, общей какой-то валюты. Там речь идет о, в том числе, пресловутой фразе «поделиться суверенитетом». Там то же самое. Некоторые функции отдельных суверенных государств отданы центральному органу управления вот этим интеграционным объединением под названием Евросоюз. Там есть свой Европарламент, там есть своя исполнительная бюрократия. власть, там Еврокомиссия. Да, мы знаем и чиновников в этих
и Они всё уже не остальное. рады это Да, своей поэтому здесь. бюрократии. Потом, Ахра Шотович, вы здесь озвучили такую мысль, как дефицит кредитных ресурсов в Республике Абхазия превышает 20 миллиардов рублей. Речь здесь идет со ссылкой на слова Хатуна и Шатыпа о том, что теневая экономика превысила 60%. Откуда эти цифры? Почему 20, а не 15? Почему 60% экономики в тени, а не 70 и не 50? У нас есть серьезные проблемы с тем, что экономика в тени. Да, действительно это так. Да. Но мы не знаем, какое количество. Мы не контролируем, вы поймите одну вещь, мы не контролируем оборот наличных денежных средств на территории Республики Абхазия. Принятый ряд мер, указы президента о упорядочении налично-денежных обращений с серьезными санкциями. и Ну, так когда далее. нет своей валюты, это очень сложно сделать. Когда ты выпустил свою Тут валюту, вопрос даже, я сейчас договорю, Ахру, у меня Сейчас, есть дай еще, ему есть Он еще только пару подключился. вопросов, да, есть еще пару вопросов. Значит, смотрите, да, я тут тогда перейду еще к другой теме, да, вот в целом, что такое, значит, для чего это соглашение нужно еще, да, прежде всего. Вот у нас мы все прекрасно понимаем, что для того, чтобы был приток денежной массы, приток ликвидности и вообще увеличение экономики, самое лучшее средство в этом вопросе, конечно, это создание добавленной стоимости внутри экономики страны, но для того, чтобы это создавать, всегда нужны инвестиции. В данном случае, с учетом скромных возможностей абхазской экономики, мы всегда стараемся привлечь к этому иностранного инвестора в лице Российской Федерации. Но есть такое понятие, как инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность. У нас есть очень много негативных примеров, когда с инвесторами, в частности с российскими, значит, происходили, скажем так, различные неприятные истории, вплоть до, значит, убийства, грабежей, краж, значит, и так далее, и так далее. Такая практика, к сожалению, у нас была, и об этом люди знают. Слава богу, сегодня есть интернет, там вся эта информация сохраняется как бесплатный архив. Поэтому для улучшения инвестиционного климата, кстати говоря, вступление в соглашение, в силу настоящего соглашения не приведет к росту, серьезному росту инвестиционной привлекательности, на нас не хлынут там инвестиции, вот там мы так ждали этого соглашения. Не будет такого. У нас есть еще ряд серьезных проблем. Вот вы представьте себе, бизнесмен российский вкладывает сюда средства. Средства не застрахованы. Вот представьте себе, произойдет пожар, имущество будет уничтожено. страхование у нас тоже. Страхование у нас его нет. В этом смысле его нет, понимаете? У нас нет лизинга, да, у нас вот его тоже нет, да. Вот мы говорим о развитии сельхозотрасли. Как, в том числе, кстати говоря, вот мы говорим про кредиты. Есть прекрасный инструмент, как лизинг. Если абхазские предприниматели смогут, это, кстати, такую услугу оказывают не банки, оно через банки происходит, но есть лизинговые компании российские, Технику которые можно можно арендовать, привлечь, в лизинг конечно, взять. можно привлечь к абхазскому, значит, сельскому хозяйству, в том числе на условиях лизинга. Поэтому нам нужно сделать гарантий. ряд значит, вещей для того, чтобы улучшить свою инвестиционную привлекательность. А настоящее соглашение является всего лишь одним из важных, но всего лишь одним из тех условий, которые необходимым, вы считаете, да? Я Вот, считаю, что не то, что необходимо, я ну, считаю, что настоящее соглашение должно было быть сделано еще раньше, как бы и подписано раньше, и ратифицировано, я надеюсь. Я теперь будет. понимаю, что такое Совет молодых ученых И, Республики Гарик, можно я Абхазия. отвечу? Он с таким пылом ко мне обращался по разным Почему вопросам. пыл? Нет, вы меня простите, если я первый- был Ну, тут эмоционален, все ну, по как бы. существу, Значит, давайте не по надо. полочкам еще раз пройдемся. У нас все опирается на договор 2014 года. Вы можете меня не слышать, но, по крайней мере, главу государства вы должны услышать, который прямо в последнем интервью сказал, речь идет о привлечении инвестиций и кредитного капитала российских банков. Вы не слышали это? Вот я вам повторяю. Я слышал, да, Дальше. я слышал, конечно. Что касается выравнивания условий, которых вы не видите, ну, я не знаю, это вопрос, наверное, не ко мне. Есть взаимный интерес и баланс интересов вытекает из договора о том, что Республика Абхазия подписала с Российской Федерацией договор о совместном использовании российского рубля. Такие же договоры, кстати, в Евросоюзе никто суверенитетом не делился. Там в Национальном банке Евросоюза
каждая страна имеет представителя голосующего. Он любое предложение может заблокировать. Ну да, там Третье. единогласно. Он не То, что обладает правом касается, вето. Там есть он ряд полномочий обладает. суверенного государства, которые Там переданы в обладает ведение там правом. все Евросоюза. члены должны Я вас не согласиться, перебивал. по-моему. Дальше мы говорим о том, что, опять же, то, что вытекает из договора 2014 года о выравнивании равных условий, это вопрос номер один. Вы не можете выставить, знаете, это ненатренированного боксера против чемпиона мира. Что будет, мы же знаем. Вот о чем. Я вам простые примеры привожу, если вы не хотите, прислушиваться к аргументам. И когда, я же говорю, не надо спешить. Вы сами в конце, сколько вы законов перечислили, которых у нас нет. И вы не видите эту взаимосвязь, говорите. Ну как вы ее не видите, если нет у нашего предпринимателя всевозможных инструментов? Я просто не хотел утомлять вас, наших телезрителей. У нас отсутствует более 100 законов. Более 100. Ну, а для развития социально-экономического положения это законодательство и делается. Я же привел примеры. Мы придем к тому, что наш предприниматель и российский предприниматель, он рано или поздно будет приходить к конфликту. Мы его прямо направляем в суды. Понимаете, вместо того, чтобы принять законы, создать ему условия. Ну, суды они и так могут обращаться. Откуда цифры из научной литературы. Вы можете ознакомиться. Ну как вы посчитали 20 миллиардов, вот по какому методу? Из заявления Министерства экономики. Валовый внутренний продукт достиг почти 70 миллиардов рублей. Если у вас 70 миллиардов рублей, мы считаем в рублях. Ну, правильно. Наш национальный банк говорит, у него кредитного капитала 6,6 миллиардов. Так. По формуле от 25 до 50% наш банк может дополнительно запустить эмиссию, но он не имеет права. Мы рубли не выпускаем. Вы ознакомьтесь с литературой. Потом... Послушайте, подождите. Экономические тонкости. Нет, одну сейчас секунду. нам, мне Я кажется, отвечу мы на ваш слишком вопрос. уходим. Мы можем эмиссию делать своей валютой, но мы не можем сделать эмиссию Секундочку, иностранной пожалуйста. валюты. Мы передали, подписали, как с братской страной, с Российской Федерацией договор в 2009 году. И, кстати, по этому договору и далее Российская Федерация также по-братски, Сергей Васильевич этого добился, в нашу страну пришли 700 миллионов на развитие малого и среднего бизнеса. У нас сегодня, если вы внимательно слушаете выступление председателя Национального банка, он выступал на совещании у президента Республики Абхазия, он давал интервью и по высоким ставкам, и почему не предоставляются кредиты на 5-10 лет, он прямо сказал, у нас нет ресурсов. Касаемо эмиссии, мне кажется, совершенно самостоятельно его можно решать как отдельная тема, но вот это вот законодательство, межправсоглашение, только мне кажется, что оно необходимо для решения каких-то споров и конфликтов. Вот его первое предназначение для больших гарантий, для создания хорошего, привлекательного инвестиционного климата. Я говорю о том, Вот. чтобы бизнес наш, Ну, не понятно. российский, не наш, он вообще до судов не доходил. То есть им надо создать, чтобы они нормально работали. Чтобы Ну они это когда мы нормально- будем Да. как бы выполнять свои обязательства, когда мы будем общались. свои обязательства по кредиту тоже Речь выполнять, идет не меньше о таком обращаться в суды. взаимодействии. Речь идет, президент прямо сказал, о привлечении Ну это, мне кажется, инвестиций. отдельная, все-таки чистая Вы тогда с экономическая президентом тема. поспорьте. Я вас Нет, прошу. послушайте, Это- президент мог обозначить какую-то линию, связанную с кредитованием. Согласно И я, честно Конституции, говоря, политику я это... экономическую в нашем государстве определяет президент. Это его приоритетное конституционное право. Мы же обсуждаем соглашение, подписанное исполнительной властью в соответствии с политикой главы государства. А вы нас уводите в Подождите, Ну, где, всё-таки эта здесь, тема где в настоящем опоследовательная. соглашении Я речь вас идет о прошу в кредитно-денежной студии, политике? так, Где здесь давайте речь идет о всех остановимся. хозяйственных спорах? Есть у нас недобросовестные предприниматели, которые зачастую хотят получить
какие-то ресурсы. Ну, это мы все понимаем. да, это- Затем не нести никакую ответственность. И чаще всего такого рода предприниматели, они значит, они не то что против, они очень вот просто сопротивляются и делают все для того, Которые чтобы... уже не выполнили свои обязательства. Да, которые уже не выполнили. Есть даже такие предприниматели, в отношении которых вынесены судебные решения на территории Российской Федерации, и еще не прошли сроки давности, и вполне возможно, что при вступлении в силу настоящего соглашения будут применяться меры принудительного взыскания. Я хотел бы предостеречь, значит, людей по поводу, еще раз, да, повторяюсь, здесь речь не идет о судах общей юрисдикции, здесь речь не идет о каких-то бытовых физлицах, спорах, там, автомобильных, недвижимых, там, квартирных, и земельных участков и так далее. Здесь речь идет о ведении бизнеса и о возможностях, гарантии безопасности ведения хозяйственной деятельности. Мы говорим сейчас все-таки больше Я хочу, чтобы мы опирались на положительный судебной, опыт большой между нашими странами и в экономической сфере тоже. У нас масса инвесторов замечательных и в аквафоне, в Амобайле. Есть ли вообще повод бояться нашим предпринимателям российских судов, что там принимаются какие-то такие непродуманные решения? Там у них тоже система очень непростая. Но наш разговор почему-то плавно перешел к кредитам. И мы обсуждаем кредиты. Хочу сказать, что ничего плохого в кредитах нет. Это не преступление. Часто вот бизнесмены, кто этим занимается, знают, что они часто привлекают, Прибегают, да, и на этом они строят свой бизнес. Плохого в кредитах нет, плохо просто, когда ты его вовремя не возвращаешь. Но наша сегодняшняя встреча, насколько я понимаю, не про кредиты. Да. Вот, сегодняшняя наша встреча, как я понимаю, это соглашение о признании и исполнении решений арбитражных судов России в Абхазии, Абхазии в России. И поэтому я, когда в начале своего выступления говорила, что решение надо исполнять, я исходила из основного принципа, который заложен в арбитражно-процессуальном кодексе. Там принципов много судопроизводства, но есть один принцип, который мне вот очень нравится, и звучит он примерно так, что суды должны формировать уважительное отношение к закону и суду. Поэтому, исходя из этого, я и говорю, если есть вступивший в законную силу судебный акт, его надо исполнять. Он обязательный. Он обязательный, это мое мнение, как судьи, как Иначе грош цена юриста, этим да. договорам. Я понимаю, вот, Ахрашотович, о чем вы говорили, и если я не экономист, конечно, я столько в экономике не понимаю, не разбираюсь, как вы, но если я вас правильно понимаю, вы говорите о том, что с точки зрения экономической целесообразности это соглашение преждевременно. Так вы считаете? Я так поняла. Да, и с точки зрения экономической целесообразности. Я не экономист, я этому оценку давать не могу, но я очень надеюсь, что у нас есть специалисты в парламенте, ведь любой законопроект, он проходит определенные стадии, на каждой стадии надо изучать, надо анализировать, и я хочу верить в то, что все органы и все структуры, через которые проходил этот законопроект, они выполнили вот эти задачи, которые перед ним стояли, проявляя, уважая независимость законодательной ветви власти, выражая доверие к законодательной власти. Я хочу, если мы уже завершаем, сказать, я вообще хотела это сказать, и за это я пришла. Если законодательный орган страны, парламент, Народное собрание, посчитает, что это соглашение отвечает требованиям, отвечает действующему законодательству и проголосует, примет, то арбитражный суд Абхазии имеет все законодательные, юридические возможности это соглашение реализовать. Вот такой был посыл мой изначально, может, я не как сформулировала, обсуждать, я не могу это обсуждать, я не экономист, не знаю, но если парламент проголосует, и это соглашение вступит в законную силу, как и все другие законы, у нашего суда есть юридические возможности. Возможности, которые предусмотрены кодексом. И суд это будет
реализовываться. Арбитражный процессуальный кодекс у вас существует, и вы можете уже вот прям сразу Есть специальная приступать. глава, Да. которая, скажем так, простыми словами, заблокирована ввиду отсутствия соглашений. Признание и обязательное исполнение арбитражных судов Абхазии и России защитит права предпринимателей, безусловно, повысит инвестиционную привлекательность Абхазии и будет способствовать реализации многих проектов. Спасибо всем в студии за участие. До свидания.